Доброе утро, мои уважаемые подписчики, зрители моего канала и мои друзья. Какое сегодня замечательное утро. Солнышко, плюс 12 градусов, еще утро, днем будет где-то около 20, по-моему, градусов тепла. Вчера был сильный дождь, на улице очень даже свежо. Конечно, после дождя. Уже осень. Вон видно, что ярко-красочные листья. Сейчас мы с Юлей поедем в Турмаево. Оттуда будем возить зерно. Подружка моя, вы знаете, живет в Турмаеве. Ей дали запай овес и пшеницу. Всего 7 центнеров. Вчера я привезла один рейс. Сегодня поеду с Юлей. Она сегодня отдыхает. Наверное, нам придется сделать 2 рейса. Машина у меня маленькая, тележки у меня нет, поэтому сильно грузить не будем. Да, машина у меня уже старая, поэтому нагружать не будем. Юлия от меня очень даже близко живет. Вот уже мы подъехали. Вот с правой стороны ее дом. Это у нас уже центр. Вон там автовокзал. Рынок наш. Вот уже центр. Вот как близко живет Юлия. Вот это дом ее. Сейчас вот здесь развернемся. Это садик, куда ходили Сабина и Диана. И Юлию я сюда водила. Сейчас подождем Юлечку. Привет. Привет. Ну что, выспалась? Погода сегодня хорошая, да? После дождя. Воздух такой свежий. Наша центральная улица имени Ленина. С прошлого года я вам, мои хорошие, не показала наш центр. С левой стороны мечеть. Посмотрите с левой стороны, мои хорошие. Какой лес красивый, деревья красивые. Желто-красные, золотые. А с правой стороны зерно уже убрали.
там красивые горы. Невысокие, но все равно красивые. Это уже Турмаево. Сразу с левой стороны дом моей подруги. Подруги Флорочки. Вот ее дом. Флорочка, привет! Привет, привет, давай чай пить. Вот как меня моя подружка ждет. Посмотрите, красота какая. Вкусняшки на блинчики. Тоненькие, тоненькие. Как ты не ленишься, не знаю. А эти с чем? Это с творогом. Ой, с творогом, мои любимые. Вот так ждет моя подруга меня. Всегда. Мед она купила. Сейчас попробуем, какой мед. Вкусный. Липовый, что ли? Нет, не липовый. Цветочный. Цветочный, да? Да, Ну как живешь ты, моя хорошая? нормально, потихоньку радуюсь, живу. То, что мне афганцы помогли, забор сделали. Спасибо. Спасибо этим, кто благотворительностью сделал. Наш этот вот в Тетербаше сельсовет, председатель. Он это колхоза, председатель колхоза. Вот ему большое тоже спасибо за бревна, которые дал. Вот за в Янгурчах, которые сетки делают. Бедный уже покойный этот человек. Сетку дал тоже как благотворительный. Вот они мне как афганки, как вдове афганца помогли. И афганцы собирались. Каждый раз приезжали, когда свободные, делали. Все делали. Молодцы, Вот, да, все это вот безвозмездно. Да, и они, да, ну, я их, конечно, угощала, чаем это и без поила, чаем разговоров. выносила, поила, да. Ну, довольны, они сами, да, конечно, ругали меня, что я обедом их кормлю, но я так не могу. Как Ну, это? конечно, конечно. И приехали тебе на юбилей. Да, на юбилей тоже приехали. Флоре 65 лет. Просила чтобы с женами только один приехал с супругой. Вот. Так что вот так вот. Ну ладно. Давай, Юль. Флора не хочет, чтобы долго снимала я ее. Ну ладно, самое главное, она жива-здорова. Вы у меня часто спрашиваете про нее. Вот я вам показываю. Да, все потихонечку, да. Да. Вот этим вот только и живу, что афганцы молодцы. За 24 года первый раз такое получилось, что вот афганцы собирались, даже не только афганцы, и чеченцы там, и чернобылец был там, приезжали, помогали, работали, копали, все делали, вот сделали там мне ограждение этого огорода. Молодцы. Им за это большое спасибо. Сеткой тебе сделали, да? Сеткой мне, да, провели, да, бревна поставили, новое все. И все прям, ну вот просто я не нарадуюсь, что вот люди, вот все-таки можно помочь, вот в этом хотя бы уже помогли. Да, да. Вот. Сельсовет молодец тоже у нас, Дамир Зинурович, новый сельсовет, но до него тоже был хороший. Это Фанур Фанилевич тоже был хороший. Я ничего от них плохого не видела, не слышала. Тоже, если что, так этот. А председатель вот колхоза Урал, вот с Тетербаша, он мне сказал, говорит, Флюряпа, говорит, надо было раньше как-то я, говорит, всегда, если что-то, какие-то проблемы, я тебе всегда помогу. Ой, вот так какие вот и сказал. молодцы, да. Очень даже вот, мне просто даже вот высказать вот это, я это им сказала, их отблагодарила, спасибо большое, все сказала. То, что просто молодцы. Ладно. Желаем им здоровья, всем удачи, здоровья, да, семейного благополучия всем. И мирного неба над головой. Да, всем. Мы с Юлией перевозили зерно, все удачно.
все хорошо, слава Всевышнему. У нас теперь и дрова есть для бани, для живности корм приготовили. Я еще купила комбикорм. На всякий случай. Еще для моих утят, для цыплят все равно для кур надо мешанку делать. Еще мы с Юлей решили поехать за грибами. Очень обидно было, что мы не нашли в нашем лесу грибов. Ну, конечно, на свежем воздухе мы погуляли в лесу, любовались красотой леса. Очень это было нам приятно. Но решили поехать как-то в воскресенье с Юлией в Федоровский район за грибами. Поехали, конечно, очень далеко. И там смотрели, и тут смотрели, где-то что-то находили, где-то что-то не находили. Но все равно нашли мы белых грибов, белые грузди. Ну, конечно, набрали очень даже много. Теперь я уже второй день мою, отмачиваю, чищу. Я чищу и сверху, и снизу. Все я вычищаю. Вот эти как гармошка, я их убираю. Не знаю, мне они не нравятся. Кому как, кому-то может нравиться. Но я решила их тоже убрать. Конечно, уже 4-е ведро мусор собираю. Грибы останутся поменьше. Зато я все делаю чисто и без мусора. Сегодня начала немножко отваривать. Буду солить. Что-то буду сушить. Уважаемые мои подписчики, этих грибов, наверное, тоже можно сушить, да? Ой, Арчи там напугал меня. Ой, там у меня кошки, котята. Ой. Ах ты мой хулиган. Ну вот. Очищаю, отмачиваю. Все нормально, успеваю. Потихоньку дома занимаюсь. Я, наверное, буду и замораживать пирожки с грибами, где-то с картошкой, где-то еще что-то. Когда пиццы буду готовить, тоже, наверное, понадобится. Ну что, мои хорошие, на этом я свой ролик заканчиваю. У меня дел очень даже много. Еще во дворе и в огороде еще не все сделали, не все убрали. Вот следующий выходной мне опять на свадьбу. Замуж вышла моя племянница. Никах был. Уже на стороне жениха погуляли. Теперь на стороне невесты погуляем. Это будет в субботу. Видео, конечно, я снимала для себя. Но они не хотят, чтобы я выкладывала на ютубе. Ну, без разрешения своих любимых я не смогу вам показать. И не обижаюсь. Это их жизнь. Молодые, может, боятся, что сглазят их. Но они очень-очень даже красивые. Что жених, что невеста. Очень замечательные, красивые, нарядные. Ну, на этом я свой ролик заканчиваю. Желаю всем самого-самого доброго здоровья, удачи, много-много радостных дней, чтобы никому не болеть, чтобы не огорчались, чтобы погода была хорошая, осенняя. Вот я смотрю, на улице красота, солнышко, ветра нет. Вообще, это уже бабье лето. И желаю вам мирного неба над головой. Всем пока-пока. До следующих встреч.